Святую імшу справую за Яна з нагоди дня народження, просячи Божого благословлення, опіки Найсвятейшей Панни Марии, святла Духа Святого во усіх справах. Сьогодні у костелі переживаємо урочистость Єсуса Христа, благодаря сусвіту. І Пілат, який має владу земську, запитає у Єсуса Христа, чи ти король юдейський? А Ісус Христос скаже, ти це кажеш від себе? Чи тобі хтось другий про це про мене сказав? Мої надії, брати і сестри, що ми сюди приходимо, тому що ми хочемо в нашому серці справді знайти Бога. І коли ми його знайдемо, як так моцно тримати, як його не згубити, то володарство, яке вже є внутрі нас, коли будемо читати Святое Євангеліє, тільки чи ми хочемо його убачити. Перепросим за всі наші грехи, як помогли з чистим серцем скласти Святую Найсвятейшую Офяру. Споведаюся Богу Всемогутному, и вам, братья и сестры, что згрішив я вірні, думкою, словом, вчинком і занепанням. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх ангелов і святих, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный и, отпустивши нам грехи, доведи нас до життя вечного. Аминь.
Молимся. Всемогутный, вечный Боже, Ты все пожадал отновить у Своим наимилейшим Сыне, Владарицу свету, ученикам все створение, вызволенные с неволи и греху, служила Тебе и без конца Тебе прославляла, распада нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, яки с Тобою жили и владарицу едности Духа Святого, Бог празу все веки вечные. Аминь. Читание книги пророка Даниила. Большой ял ночных визирей. Вось разом за облаками и овеснами, и шел небо сын человечий. Наблизился он до стародавнего, и был подведен до его. И дадена ему была улада, и honor, и владарство. И все народы, племены и мовы служили ему. Улада его вечная улада, якая не одымется. И владарство его не будет знищено. Это Слово Божие. Дякую вам. Пан благодарит, и он оправился увидишь. Пан благодарит, и он оправился увидишь. Пан благодарит, и он оправился увидишь. Пан оправился у могут нас, и
Читание книги Апокалипсиса святого апостола Яна. Ласка вам и спокой от Иисуса Христа, верного свідки, першородного сярод померлих и першого сярод земных володаров. Тому, кто любит нас и кто раз свою кровь вызволил нас от наших грехов и учинил нас володарством и святарами для Бога и Отца своего. Ему хвала и моц на веки вечные. Аминь. Вось ён приходит за облаками, и кожное воко убачить его, и все тыя, кто его протял. И будут оплакивать его все поколения земли. Так, Аминь. Я Альфа и Омега, каже Пан Бог, який ёсть, який был и який приходит, усемогутный. Это Слово Божие. Дякую Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Благословенный той, кто приходит у имя Пана. Благословенное володарствуется нашего Давида, якое надыходит. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с духом твоим. Читание святого Евангелия поводле Яна. Слава Тебе, Пане. У той час Пілат спитався у Єзуса: «Ти король юдейський?» Єзус отказав йому: «Чи от себе ти кажеш гэта, чи іншие сказали тобі про мене?» Пілат отказывал: «Чи ж я юдей? Твой народ и первосвятари выдали тебе мне. Что ты зробив?» Єзус отказав: «Владарство мое не з гэтага свету. Калі б з гэтага свету было мое владарство, то слуги мои заступилися бы за мяне, как я не был выдадзены юдеям. Але теперь мое владарство не адгэтуль». Пилат сказал ему: «Значит, ты король?» Иисус отказал: «Ты кажешь, что я король? Я для того народился и для того пришел на свет, как засведчить о правде. Кожный, кто от правды, слухая голос мой». Это слово Пана. Слава Тебе, Христе. Браты и сестры, кожную Великую Пятницу чуем эту Евангелию, эту размову поміж двумя королями. Пілат, який має владу земську, якому служать прислуги, має цілу кохорту войска. Пілат, якому ще кланяються, якого питають дозволу судить того, хто створив Пілата, хто створив світ, яким керує Пілат, з землею, якому видається, що більш повиже його нікого немає. Чи, брати і сестри, у нашому житті так нема. Есть Бог, який нас створив, а ми судимо Бога. Коли відбудеться якоїсь нещастя, ми говоримо: як Бог мог дозволити, що там відбулося таке нещастя? Або як Бог мог дозволити, що в моєму житті все так покладалося? Або як Бог мог дозволити, брати і сестри? І тим самим ми видаємо присуд, бо Бог нам ніщо не дозволяв. Бог тільки кожному з нас дав свободу. И эта свобода нас довела до такой ситуации, что так отбывается и отбывается. Что есть, может, такое несчастье, такое несчастье. А звичай человек, який стоит десь далеко от Пана Бога, нарекає на этого Бога, бо ты Бог, як він мог так дозволить? Как показать людям, який этот Бог він нереальний? А Бог
як ми ведаем, добрый, бо отдал своего сына на життё за нас. Как мы изыскали життё вечное, незвичайное життё, до якого мы все покликаны, были еще в рае при створении, раз Адама и Евы, как иметь освячальную ласку, как не терпеть, не хвореть, не помирать, а жить вечно. Але мы стратили ее праз грех. Але мы знову з'являємося дітьми Божими, бо гэта самая мяна, назву атрымалі падчас хресту, бо ад хресту мы называемся дітьми Божими. І гэтую свячальную ласку мы знову атрымалі ад хресту, бо ўсе грахі, першародны грех został zmyty, odpuszczony. Ale my, idучи про життя, дійсно тратимо. І Пилат, ведаючи, задає питання: ти король юдейський? А Ісус Христос ведає, чи гэта ти кажеш ад себе, чи тобі другие сказали про гэта? Нам вельми часто про когось може хтось розказати інакше, чим він поступає. Наговорить так, як хтось прийде до нас, не будь якую справу зробити, ми вже буде настроєні, він такий. Ми вже маємо про його цілий образ. Він ще слово не сказав, ми його перший раз бачимо, а ми вже маємо цілий образ. І тут так само. Ісус Христос питає, чи так ти думаєш, а може тобі, чи тобі так другі сказали? Откажи на це питання. Чому ти питаєш про мою королевськість? А може ти боїшся свою владу, земську владу? Браці і сестри. І гэта вельмі важнае пытанне, якое в сённяшняй урачыстасці мы павінны паставіць кожны сабе. Але чалавек, каб адказаў на гэтае пытанне, памятаеце, што ён сказаў тыдзень таму назад, павінен мець сэрца, ведаць, што ў яго сэрца скрытае. Што з'яўляецца тым альбо другім памкненнем майго сэрца, што з'яўляецца маторам майго сэрца, чи добро, чи зло. Гэта залежыць ад мяне. Шмат людзей да гэтага Езуса Христа, для хрысціянства, для праўды, пра якую гаворыць Езус Христос, аддала жыццё, мучаніцкае жыццё. Ёсць адзін такі святы 20-го стагоддзя, пачатку 20-го стагоддзя, Жозе Санчес дель Рио. Хтосьці бы сказаў, што за ён? Хлопчык звычайны. Нарадзіўся ў 1913 годзе, памёр у 1928 годзе. Не дажыў 15 гадоў. Можа, хто-небудзь пра яго чуў, а можа, хто-то прыпадкова глядзеў фільм і не спазнаў яго. Калі хто з вас глядзеў фільм, так званы «Хрысціяда», ёсць гэты хлопчык там. Што адбываецца? Падзеі адбываюцца за год, вы прыйдзеце да хаты, паглядзелі. Короткі фільм, 2 часа 25 хвілін трывае, але можа знайдзеце столько часу. Падзеі трываюць у Мексікі. Мексика, которая есть поделенная на христианинов, которые вельми моцно верующие, и на новый мур такие повстає, czyli против христианства, против Бога. Гэты против Бога мур мае целое войско, целую кахорту, где забивают усіх, кто не выракаецца Христа. І у пэўным моменте гэты хлопчык служыць у касцеле, і ёсць сведкам, як забіваюць ксяндза, які не выракся Христа. Постановляе сабе ў сэрцы, хто так само будзе верыць, але постановляе трохі з такой так само ненавісцю, што пойдзе у армію, але служыць против, бороться за тых, хто за християнство. Вот там так само паўстае вторая фракція, дзе ёсць генерал, вельмі добры стратег военны, які збірае вялікую кахорту і борацца за християнство. Ён знаходзіць гэтага генерала. Говорит, что научите меня стрелять, дайте мне карабин. Я хочу бороться за христианство, за веру, за правду. Але гэты генерал, прыгожа ў тым фільме показана, у гэтым хлопчыку бачыць штосьці больше, чым ён мае сам у сабе. Ён борацца для прынцыпаў за христианство, а бачыць, што гэты хлопчык Христа мае ў сэрцы сваём. Так моцны, што гатовы ўсё зрабіць. Таму не дае яму карабіна, не мучыць яго страляць, але говорит, будешь допомагати в другий спосіб. Будеш он прийшов з осядом, меншим, будете допомагати, треба у шпиталі, треба у других містах, треба на полігоні, будете нести допомогу, но стріляти ти не будеш ти ще за момент.
так ему сказал, такие у нас не воюют. И что отбылося? Отбылася першая падзея, першы напад, разгромили амаль усіх, і ёсць таксама гэты Санчес на коне. Треба сказать, кем он з'является? Он з'является сыном бацька-прокурора. Бацька-прокурор бореться с христианством. Приходит момент, что гэты Санчес отдает своего коня командиру его ранили. Командир говорит, сюда поедем двоих. Санчес говорит, двоих людей. Утекай сам. И сам тропя его паломництва. У плен. У гэтым плене его мучаюць, каб ён выпарся Христа, а ім кричить: «Виват Христос! Живе Христос! Христос король!» Его начинают бить, катовать. Але калі гэта не дапамагае, выводят з тюрьмы, з вязницы, ставят на улице, и до его проходит батька. Сын, все может быть нормально. Скажи только, что Христа нема, что ты выракаешься Христа. Поглядел, улыбнулся на батька и говорит: «Виват Христос! Живе Христос!» Батька кинул голову, дал знак. Взяли этого его сына, дозволил на все, начали мучить. Зрезали скуру с ног, самых стоп. Відомо, что это болючая речь. Это не помогало, я там кричал только одно: «Живе Христос!» Это не помогало выверить его. Похоже, урывок, як Ісуса Христа виводить Санхедрину по этих ступеньках, сходах, і не де уїхав. Так само і хлопчик на ногах, де нема скури. Іде. Боль несамовито показана в этом фильме Пригожа. Іде далі. І знову батька стоїть перед ним мать і говорить: «Сину, давай, вылечься!» Нет, виват Христос! Живе Христос! Христос королем! Ну, подходит один из офицеров, ножик ему в плечи падает. Ты уже не можешь сказать ни слова, рисуя крыш. И говорит: «Иду, вертаюсь до хаты». И стреляют ему в плечи, и так он погибает. Это справжні святи. Это справжня история. В этом фильме Пригожа показано, в який спосіб може не показано это моцне мучеництво. Але ким з'являється для тебе Христос? Чи ти готовий для його дати життя? Чи він заправді з'являється Христом? Чи тільки так, як костюм говорить: «Ісус Христос, володар світу»? А може, він заправді з'являється Христом у моїм житті? Королем, володаром, для якого я готовий віддати все своє життя? Для якого я готовий заризикувати? І почути таке слово: «Володарство моє не з гэтага свету». Калі з гэтага свету было маё валадарства, то слугі мае заступіліся бы за мяне, каб я не быў выдадзены ідэя. Але цяпер маё валадарства не адгэтуль. Амен. Веровательного Бога Отца Всемогутнего, Творителя неба и земли, усяго бачного и немачного, и у единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, перед всеми веками, Бога от Бога, Святого от Святла, Бога соправленного от Бога соправленного, народженного, а не створенного, одиносутного Отцу, ради якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрыжованный так само за нас, при Понтском Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, по воле Писания, и взошел на небо, сядись праворуч Отца, и знов прийде у хвале, судить живых и померлых, и Его владарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який за Отца и Сына походить, якому разом за Отцом и Сыном належит поклонение и хвала, який промовлял раз пророков, веру в один святый католический апостольский костел, признаю один и прост,
для отпущения грехов, и чекаю воскрешения помилуй, и життя вечного в будущем свете. Раз Иисуса Христа, благодаря светлые, и нас с вами покликал до своего володарства на веру в Богу в молитве, просьбы костела и всему свету. За святый костел, как он вел людей, да, володарство Христа, где панує едность и любовь тебе прощения. Выслухай нас, За святого Ица, как его апостольская пассива содействовала переработе добра во всем свете тебе прощения. выслухай нас, Пане. За людей, які повинні приймати вельми відказне рішення, як вони завжди керувалися своїм сумлінням, це просимо. Выслухай нас, Пане. За усі народи, які переживають трагедію війни і ненависті, як вони відкрили своє серце на пробачення і любов в ім'я Христа, молодара спокою, це просимо. Выслухай нас, Пане. За Яна, з нагоди дня народження, просячи Божого благословення, віки Найсвятішої Панни Марії, святла Духа Святого, во всіх справах тебе просим. Выслухай нас, Пане. За нас, собранных колял Тарапана, как мы, не глядячи на тяжкости, умели заховать моцную веру, надею и любовь тебе просим. Выслухай нас, Пане. Боже, Створитель неба и земли, ты хочешь всех людей собрать у своем володарстве любови, выслухай молитвы твоего костела и учени, как мы племно содейничали поширению твоего володарства у свете. Раз Христа, Пана нашего. Пане. Номер 58. Добровольця до моїх очей убачу, добровольця моїх уста витравую, благослови мене, добровольця мого серця я чисті. Хай твой Дух Святий наповняє мене. Дотренься до моїх очей, убачу, дотренься моїх уста витравую, благослови мене, дотренься моего серця я чистий. Хай твой Дух Святий наповняє мене. Молитесь, как мою вашу я вяру принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме отряды с рук твоих на прославление и хвалу имя Своего, от Отца на корысть нам и всему костелу святому. Ади наш Божий, складая в Тебе вяру поjednání и примирения, покорно Тебе просим, как Твой Сын одарил все народы едностью и супокоем, яки живей владарить на веки вечные. Аминь. Ан с вами. И с Духом Твоим. Укору сердце. Узносим микрофона. Дякуем Пану Богу нашему. Бог нам верный и справедливо. Сохрани год завета и справедливо, слушно и славоверно, как мы завсёды и всюди Тебе складали подяку. Пане святый Ойча, всемогутный вечный Божа, Ты своего однородного Сына, Пана нашего Иисуса Христа, навостил аллеем радости на вечного святора и володара свету, как он завершил таємницю откупления человечего роду, ах, веруючи самого себе на алтаре крижа, як беззаганную, ах, вяру примирения, как принял под свою владу все створения, и передал без конца величи Твоей, вечное и
и повсюдное володарство правды и життя, володарство святости и ласки, володарство справедливости, любови и супокою, тому с анgelами, архангелами и с усими святыми мы обвещаем Твою хвалу, разом с ними воскликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Осанна на вышинях, осанна на вышинях, осанна на вышинях. Благословенный Троице имя Пана, благословенный Троице имя Пана, осанна на вышинях, осанна на вышинях, осанна на вышинях. Правды, Божа, Ты святый, крыніца усялякай святости, тому в едности с усім костелом, у перший день тыдня, коли Иисус Христос воскрес и спаслал на апостолов Духа Святого, праз Христа просим Тебе, усемогутный Божа, освяти эти дары росою Духа Твоего, как и они стались для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И он, коли добровольно выдал себе на муки, взял хлеб и подяку Тебе складаючи, ломал и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте с этого все, бо это есть тело мое, якое за вас будет выдано». Podobnym czynem po wieczery uziął kielich, znów Tobie podzięku składający, podał swoim uczniom każuszy: «Берите и пейте с его все, бо это есть кielich крови моей нового и вечного заповета, якая за вас и за многих будет пролита для отпущения грехов. Это чините на мою память». Это великая таямница веры, Прощаем сердцаю, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твоего престолования. Wspominający śmierci zmartwychwstania Twojego Syna, a pierdolny Panie chleb życia i kielich zbawienia, dziękujący, że uczynił nas godnymi стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усих нас, принимающих тело и кровь Христа, Дух Святый собрал в одно. Памятай, Пане, про костел Твой рассеянный по всем свете, удосконаливал любови разом с Папом нашим Францишком, biskupom naszym Józefom i усім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули у надії на воскрешення, і про всіх, хто у ласці Твоєї одійшов з этого світу, і дозволь їм убачити світло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел в житті вечным, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом, ее обранником, со святыми апостолами, святым Архангелом Михаилом, Яном Павлом II, сестрой Фаустиной, и усими святыми, які спрадвеку подавались Тебе, как зими и выхвалили и прославляли Тебе, праз Сына Твоего,
Jezusa Chrysta. Raz Chrystus Chrystowi uchryście, Tobie Boża Ojczał się małutny, u jedności Ducha Świętego, usia Waszana i chwała, razem się, jak i wieczny ja. Молимся, да Отца Небесного, как нас научил Иисус Христос, Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего щоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, как и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, ale zbaw nas od zła. Просим Тебя, Пане, избав нас от всякого злого, дай ласкаво с упокою дни наши, да поможи нам милосердости Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы до всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надежды и прийща Збавцы нашего Иисуса Христа. Вот Твое благодарство и мощь и хвала навеки. Panie Jezu Chryste, Ty skazał apostolom Twoim, supokoj покидаю вам, supokoj mój daju wam. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно з Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живеш і владаєш на віки вічные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И звуком Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який отпускаєш святу грехи, змилуйся над нами, помилуйся. Баранку Божий, який отпускаєш святу грехи, змилуйся над нами, помилуйся. Баранку Божий, який отпускаєш святу грехи, дай нам супокой, о, дай нам супокой. Ось порадок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликанные на вечеру Ягоною. Пане, я не вартый, как Ты вошел на меня, але скажи только слово, и будь оздоровлена душа моя. Номер 178. Свято життя, освяти мою тело, оздорови сердце его. Милость Твоя досягает неба, правда
один вечный, и один и Божий славный, и один и славный, и один и Царь мой, и один и Бог мой, только Ты. И один и верный, и один и вечный, и один и мудрый, славный, и один и славный, и один и Царь мой, и один и Бог мой, только Ты. Молимся. Небесный Отче, Ты насытил нас хлебом и даешь житье вечное. С учеником мы с радостью были послухняны Христу благодару свету, и вечно жили в небесном благодарстве, яки живей владарить на веки вечные. Amen. Объявы 25 листопада в понедельник успомин Святой Екатерины Александрийской Панны Мученицы, 30-го у субботу свята Святого Андрея Апостола, а прошлый день так само этого года литургичного, так званые Андрейки. Раз увесь месяц листопад у 18:20 молимся на Рожанице за души померлых, выписанных у выпоминках. У наступную неделю 1 снежня, первую неделю Адвента, отбудется благословление оплаток на вигилийный стол. 22 снежня, в 4-ю неделю Адвенту, у нашей парафии отбудется традиційно парафіальний вигилийний кірмаш заохочує чинного уділу. От 30 листопада розпочинає новенну перед урочистостю беззаганного зачаття Найсвятейшої Панни Марії, яка буде відбуватися аж до 9 снежня. В этом году будем святкувати не 8 снежня, а 9, потому что у костелі есть такий запис, что коли выпадает урочистость у неделю альбо Адвенту, альбо Великого Апостолу, она переносится на наступный день. Сегодняшние сборы хверования предназначены на потребы духовной семинарии. Адорация Паневства на Святейшем Сакраменте отбывается от 14 до 19. 3 снежня у 6:30 раницы наша молодежь разом с księdzом Пробощем будет вести ратную святую мшу у катедры, не думаю, где катедра есть, костел Святейшей Панны Марии. Мы там будем вести, обставлять и спев, и литургию. Сегодня дякую за ахвярование на будову, за спольную индивидуальную молитву, за спев я праву литургичную, за прибирание каплицы, так само тем, кто дежурил. Помолимся за тих, хто на цим тижні святкує дні народження, іменини, юбілеї, хто чекає народів дітей, за добродіїв передавців нашої парафії, так само обновить добродіїв будівництва санктуарії Божої милосердності і за нас, доручаючи кожного по особку обіці Матці Божої Боженцової Твоєї, а вороні отдаємося. Святая Богородица, у наших потребах не погоршай молением нашим, и от всякой злой приходы выбавляй нас завсюди. Панна хвалебная и благословенная, о Мать наша, опекунка наша, содержательница наша, и заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас заручай, Сыну Своему нас отдавай. Добре, что вы есть, что вы приходите. Примите Божие благословение, нехай на вас наполнить соправдной радостью и с упокоем. Пан с вами. И с духом твоим. Нехай
Хай вас благословляє Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите в супокое Христа. Дякуем Пану Богу. Святый Архангеле Михаиле, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пасток злого духа, покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князь войска небесного, могутностью Божою, скинь у пекла Шатана і інших злих духов, які нас губу душною по світі. Амінь. Номер 69. Тое, что научил мне быть собой, за тое, что подарил мне свою любовь, за тое, что отгонял беспокой и страх, и до самых тяжких чертах нес меня на своих руках. Дякую, Господи, милый, за все Твои дары, за надежду и силу, за Тебя на алтаре, что сломал стены сердца, скам'янело на моего, и свою эмоцию Ты оставил я Бог. Дякую, Господи, милый, за все Твои дары, за надежду и силу, за Тебя на алтаре, что сломал стены сердца, скам'янело на моего, и свою эмоцию Ты оставил я Бог. За тих, хто тяжкі хвилини побачив со мною, за тих, хто мені від злого закривав собою, за тих, кого я ніколи не змогу забити, і за те, що ти мені научив ворогам любить. Дякую, Господи, милый, за все Твои дары, за надежду и силу, за Тебя на алтаре, что сломал стены сердца, скам'янело на моего, и свою эмоцию Ты оздоровил я Бог. Дякую, Господи, милый, за все